1,5 миллиарда рублей составляет долг жителей республики за газ. Почти половина населения, 47%, не платит по счетам. Об этом на совещании в правительстве сообщил вице-премьер Константин Габисов. Самые проблемные – Иравский и Дегорский районы. Но есть и положительные тенденции. В правобережном районе заключено мировое соглашение с газоснабжающей организацией. Утвержден график реструктуризации долга. График выплат соблюдается. Специалисты также отмечают, долги за электричество негативно влияют на инвестиционную программу. Нехватка денег не позволяет модернизировать имеющиеся сети, увеличивать мощности и улучшать качество поставок. Именно в этом направлении, как было отмечено, нужно работать местной власти и предприятиям. Активизируйтесь и по возможности буквально в течение текущего отопительного сезона до его окончания выйдите на график реструктуризации с нашими глубоко уважаемыми поставщиками газа, потому что, как видите, это, в общем-то, достаточно положительный, очень эффективный способ решения проблем. Спасибо, кстати, огромное, что нашли возможность именно так гибко подойти к решению вопроса. Это, я думаю, достаточно полезно. Члены комиссии планируют свести воедино прогнозные данные со всей республики, чтобы понять, какие изменения нужно внести в бюджет и где искать дополнительные средства. Главная задача в том, чтобы не страдало население, подчеркнул Константин Габисов. Все необходимые подсчеты должны быть предоставлены до 10 февраля. Фатима Дзываева, Самас Кочиев, Осетия ТВ.